Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Первом революционном канале мы поговорим о праве народов на самоопределение. Давайте немножко теории. Пожалуйста, внимание на экран, дорогие друзья. Перед вами официальный сайт ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах. Статья номер 1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие. Все участвующие в настоящем пакте государства, в том числе те, которые несут ответственность за управление самоуправляющимися и подчиненным территориям, должны в соответствии с положением Устава Организации Объединенных Наций поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право. Это не просто так, а документ. И смотрите, как хорошо написано, что настоящий пакт английский, испанский, китайский, русский, французский тексты которого равно аутентичны, подлежат сдаче на хранение в архив Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций провождает заверенные копии настоящего пакта всем государствам, указанных в статье 48. И вот у нас есть еще одна декларация о принципах международного права, касающаяся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. И здесь я ссылочку оставил в описании. Здесь прямо указано, что право народов на самоопределение является первостепенным. Нам почему это очень важно сегодня затронуть в нашем разговоре, дорогие друзья? Потому что у нас постоянно любители Путина, всякие вот такие, на мой взгляд, негодяи, нехорошие люди, они постоянно говорят о принципе территориальной целостности государства. Да, дорогие друзья, такой принцип территориальной целостности государства есть, но если вы посмотрите эту декларацию, то здесь написано прям черным по белому русским языком, что если государство в своей политике не исповедует принцип самоопределения народов, то принцип территориальной целостности в отношении этого государства перестает действовать. Вот так, дорогие друзья. Нельзя быть фашистом. Фашизм это плохо, утверждает устав Организации Объединенных Наций и другие документы. И есть такая интересная Венецианская комиссия, которая говорит прямо, что народы имеют право на самоопределение как в территории какого-либо государства, так и отдельно от любого другого государства. То есть они могут исповедовать принцип самоопределения как республика, автономия или что-то еще в рамках какого-то государства, так и создавать свои государства. Это очень важно, потому что вот мы с вами знаем, что Российская Федерация приветствует право абхазского народа на самоопределение, приветствует крымчан на самоопределение, очень приветствует право донецкого народа на самоопределение, луганского народа на самоопределение и как-то очень сильно ограничила право чеченского народа на это самое самоопределение. В разговоре на эту тему мне поможет премьер-министр Республики Ичкерия в изгнании Закаев Ахмед Халидович. Здравствуйте, Ахмед Халидович. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Вот сразу вопрос не в бровь, а в глаз. Почему же Российская Федерация, подписав документы, всеми силами защищая народ Донбасса, я уж не знаю, что там за народ, но они защищают этот народ, говорит, что он имеет право на самоопределение. И более того, я сам говорил, что если бы Крым, люди, живущие в Крыму, хотели бы самоопределиться, они должны были бы в рамках международного права, я только что дал декларацию, в рамках каких документов должны были действовать, на мой взгляд, крымчане, обращаться к своему правительству в Киеве. И если бы правительство киевское решило бы незаконно, вопреки международному праву, ограничить их право на самоопределение, тогда бы киевское правительство стало, говоря простым языком, изгоем. Однако почему-то эти люди, проживающие в Крыму, не воспользовались международным правом, а решили воспользоваться силовой поддержкой другого государства, что напрямую запрещено в тех документах, которые я сегодня показывал. Почему Российская Федерация исповедует этот принцип самоопределения для народов, проживающих вокруг Российской Федерации, и категорически против самоопределения народов, проживающих на территории Российской Федерации? Пожалуйста. Спасибо, Анатолий. Спасибо за вопрос, и за возможность высказаться по этому вопросу и донести до российской общественности то, что
как мне кажется, им неизвестно. Официальные власти России, официальная пропаганда просто целенаправленно вводит их в заблуждение в связи вот со своей риторикой и апелляцией к международному праву, праву народов, принцип права народов на самоопределение и противопоставляя ему принцип территориальной целостности государства. А если проводить параллели между событиями в Украине, которые произошли в Крыму, в Донецке, и с Чечней, тут даже нету аналогии, Анатолий. Я объясню почему. Я буду говорить о чеченской ситуации и о вопросах, которые были связаны вокруг Чечни. Вот последние события в связи с этим, происшедшие на территории Чеченской Республики, и, естественно, которые очень серьезным образом оказали влияние на приостановку демократического развития российского государства. То есть война в Чечне. Что это было? Дело в том, что относительно Чеченской Республики Ичкерия Россия совершила просто агрессию против независимого суверенного государства, которое так или иначе, вернее, никак не было связано на тот период с Россией. И законодательство или международный принцип права на самоопределение в данном случае не рассматривался в контексте между Россией и Чечней. Этот принцип рассматривался между субъектностью СССР и Чечено-Ингушской республики. Просто я сделаю небольшой экскурс в связи с этим вопросом. Дело в том, что канун Горбачевской перестройки, вернее, вот в течение вот в этот период Горбачевской перестройки, Верховный Совет СССР принял ряд очень важных законов. И это все произошло в апреле. Закон, во-первых, первый, вот остановимся на этом законе, закон, который уравнивал в правах союзные и автономные республики. То есть бывшая автономная Чечено-Ингушская республика в соответствии с этим законом была признана как союзная республика, переведена в статус союзной республики. И это на тот период с 90-го года до 94-го года, пока Россия не начала войну, имела абсолютно статус суверенного независимого государства, потому что СССР развалился. И был другой закон, который определял и давал право союзным республикам после развала СССР определять свою судьбу на свое усмотрение. Создавать какие-то союзные государства или строить свое независимое, суверенное государство, выстраивая дружеские отношения с соседними республиками или с другими бывшими союзными республиками. И вот поэтому я говорю, что после развала СССР 1992 года Российская Федерация Россия и Чечено-Ингушская республика и Чечено-Ингушская республика в своем статусе были одинаковы, однозначный статус у них был. Россия первая приняла декларацию о государственном суверенитете еще в 90-м году и заявила о своем выходе, о своем суверенитете. Первое. Чечено-Ингушская республика не принимала декларацию о государственном суверенитете до 90-го года, до ноября 90-го года. Вот разницу почувствовать. И Чечено-Ингушская республика приняла эту декларацию по указанию центра, то есть Москвы, центра Москвы, Верховного Совета СССР, которые указали привести местное законодательство в соответствии с центральным законодательством. То есть принять декларацию о государственном суверенитете и избавиться от клише Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика. Вот с этого момента, 27 ноября, Верховный Совет Чечено-Ингушской республики во главе с Завгаевым принял декларацию о государственном суверенитете. И с этого времени Чечено-Ингушская автономная советская социалистическая республика называлась Чечено-Ингушская республика.
То есть она избавилась от этого клише, и она стала и была уже в статусе союзной республики. И вот когда уже в 92 году, ну, до этого события ГКЧП, мы коснемся этого обязательно, перед ГКЧП было понятно слушателям, что мы имели и какой статус был у республики Чечено-Ингушской республики и у России, у Грузии, Украины и других союзных республик. Чечено-Ингушская республика наравне с другими республиками, с Россией, с Украиной, Грузией и с остальными союзными республиками для подписания нового союзного договора. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Да. Этот Новоогаревский договор, который был прерван в результате путча. В результате путча, 19-го произошел путч, 21-го должно было быть подписано вот это новое союзное соглашение, новый союзный договор. И Чечня была там представлена как один из этого государства. В последующем, в 92 году, Россия, в принципе, Россия, Беларусь, Украина денонсировали союзный договор и распустили. И с этого момента СССР перестал существовать. Закон СССР, который гласил второй закон, в случае распада республиками, они определяют свое будущее или совместно, или же как независимые суверенные государства. Чечено-Ингушская республика в тот момент была признана как союзная республика во время, но и в 91 году, что процессы, потом какие прошли процессы после 90-го до 92-го, до распада СССР уже Чеченская республика, как суверенная независимая республика, просуществовала год. Она была признана руководством СССР и руководством Российской Федерации. После Зулгаева сместили, мы были вынуждены провести выборы, потому что уже того субъекта не было, Чечено-Ингушской республики, потому что ингуши добровольно заявили о создании Ингушской республики в составе Российской Федерации. И поэтому выборы в 1991 году президента и парламента пошли только на территории Чеченской и Джабдудаев и парламент Чеченской республики. В 1992 году мы уже приняли свою собственную конституцию. В 1992 году Россия начала подписывать федеральный договор с другими союзными и автономными краями и областями. Чечня не принимала участие в этом договоре. Мы заявили и задали, и мы существовали более года как независимое суверенное государство. И этот факт был признан Россией, потому что с российским руководством велись переговоры на протяжении, наверное, до 1993 года. Шли переговоры об определении взаимоотношений Чеченской республики и Российской Федерации. Когда Чечня категорически отказалась подписаться соглашение по СНГ, вот с этого момента Россия стала уже готовиться конкретно к войне. И события 1993 года, расстрел Белого дома, с этого времени переговоры были приостановлены, и уже Россия создала так называемый Временный совет на территории республики, на окраине Натеречного района, вернее, на Теречном районе, как бы противовес действующим легитимным структурам власти, создали Временный совет и вооружили так называемую гантемировскую, Атурхановскую оппозицию. И в 1994 году Россия совершила агрессию против суверенного независимого чеченского государства. Поэтому становление Чечни как государства, оно было абсолютно легитимным, в соответствии с нормами международного права, в соответствии с законодательством того государства, то есть СССР. СССР не было против того, чтобы возвысить статус Чечено-Ингушской республики от автономной союзной. То есть это и было
первый шаг к становлению суверенитету Чеченской республики. Тогда это была Чечено-Ингушская, но по желанию ингушей они отделились и уже создали республику в составе Российской Федерации. И этот факт был признан самой Россией в 1992 году. То есть все моменты, о которых в последующем уже говорил и Ельцин, и дальше вот эти партии войны, апеллируя, что Чечня является субъектом или является внутренним делом России, это была чистейшая пропаганда, направленная на оболванивание и своего населения, и на отпугивание, имея и шантажируя ядерное оружие, международное сообщество с тем, чтобы они не установили дипломатических отношений и не признали независимость Чеченской республики. Одно государство еще тогда, Грузия, Гамсахур признал независимость Чеченской республики на тот период, до начала Российско-Чеченской первой войны. Вот этих двух. Чеченская республика как независимое государство не противоречила права народов на самоопределение, тому принципу права на территориальной целостности государства. Потому что Чечня в тот момент, когда Россия начала война, она не имела никакое отношение к этому государству. У нас были разные конституции. Мы приняли в 1992 году конституцию, Россия приняла свою конституцию в 1993 году, на год позже. И, однако, вот авторы этой конституции не постеснялись, и они заложили войну между Россией и Чечней, вписав Чеченскую республику как субъект федерации в Российскую конституцию. Дело в том, что это был нонсенс, а то противоречило даже вот самой конституции. Первая статья конституции российской говорила, что Российская Федерация состоит из субъектов Российской Федерации, подписавших договор в 1992 году. Чечня этот договор не подписывала. Однако авторы этой конституции вписали Чечню как субъект Российской Федерации, и они заложили войну между Россией и Чечней. И мы это называем агрессией, и на сегодняшний день, уже спустя и вторая война, на сегодняшний день в соответствии с законами международного права, с законами Российской Федерации, тогдашними законами Конституции и чеченской, на сегодняшний день территория Чечни оккупирована Россией и имеет статус оккупированной территории. Ахмед Халидович, очень хорошо, что вы уточнили этот вопрос. Вы первый человек в моей жизни, который мне фактически сообщил, что Российская Федерация России в отношении ингушского народа действовала в рамках рамочного соглашения, выработано Венецианской комиссией, и предоставила ингушскому народу право самоопределиться в рамках Российской Федерации, а вот чеченскому народу, получается, запретила самоопределяться в связи с выходом из Российской Федерации, с выходом Советского Союза. На мой взгляд, это ярко выраженная имперская политика. Но вот я как русский человек, как националист русский, хотел бы сказать, вот русский народ, если у ингушей есть своя республика, свое законодательство сейчас есть, своя конституция, свои депутаты, у русских людей, у них же нет своей земли в соответствии с нашим законом, у них нету своего конституции, нету своих депутатов. У нас есть общие российские депутаты и президент всех россиян сейчас, который Путин, на мой взгляд, страшный негодяй. Но какой бы ни был, даже если самый хороший, святого приведи, это президент всех россиян. А у русских нету ни своей земли, ни конституции, ни законов, ничего. Получается, выражаясь словами дореволюционного политика, который сказал, что народ, не имеющий национального самосознания, является навозом для нарастания других народов. Вот русские, получается, вот если сравнивать так упрощенно с коммунальной квартирой, у ингушей есть своя квартира, впихнули чеченцев в своя комната в рамках коммунальной квартиры, да, у ингушей есть, чеченцев, татары есть, а русские, они болтаются между туалетом и кладовкой, мелко скажем, хулиганят,
по-другому не скажешь, да, там у нас прописано, что мы есть как бы в новой конституции государствообразующий народ. А где мы этот народ? Где наша земля? Где наш устой? Не прописано. Почему я это говорю? Дело в том, что все международные документы запрещают любой народ выгонять из страны. Это геноцид, депортации запрещены. Ну, к примеру, вот я считаю, что как чеченский, как и ингушский народ, которого, вы сказали, он сам определился, им прекрасно, что ему дали возможность. Чеченцы не дали возможность. Если русские захотят самоопределиться, я считаю, они тоже имеют право на самоопределение. Или вот вы как бы не считаете, вот вы считаете, что русский народ имеет право на самоопределение или нет? Пожалуйста, ваше мнение. Анатолий, не только я считаю, что русский народ должен определиться, я настаиваю на этом, потому что до тех пор, пока русский народ не определится со своей субъектностью и со своей государственностью, вот это вакханалия, которое творится на 17 с лишним миллион территорий, оно не прекратится, потому что вы сегодня находитесь, русские находятся, если говорить, вот привести вашу аналогию, да, если сравнивать с коммунальной квартирой, вы находитесь в роли надзирателя или надсмотрщика над этими комнатами, у вас нету своей собственной, вообще ничего нету. И мы, кстати, когда после Первой войны я разговаривал с представителями российской стороны, с переговорщиками, когда они затрагивали тему, почему бы нам не подписать договор наподобие татарского договора с особым статусом, с особыми полномочиями, я им отвечал. Я как раз в тот период был руководителем делегации с чеченской стороны, это после Первой войны, между выборами. Зелимхан был президентом, Аслан еще не был избран. Вот на этот период я был руководителем делегации на переговорах с Россией. Аслан Масхадов был уже как бы премьер-министром Чечни. И вот мы, когда затрагивали этот вопрос, я им ставил вопрос: хорошо, вы печетесь и заботитесь о нас, вот, чтобы мы подписали вот этот федеративный договор. А почему вы о себе или о русских не думаете? Вы мне покажите субъект России, Русской Республики или русской какой-то государственности, который подписывает с нами вот этот федеративный договор. Вас же нету там. Вас нету, а мы есть, татары есть, там все есть с особым статусом, без особого статуса, а вас нету. Я говорю, какой же это тогда федеративный договор для России? И почему это Федеративная Республика Россия, если там Россия вообще не представлена? Вот, конечно, на эти вопросы у них нет. Дело в том, что они изначально понимали, что это федеративный договор, это фикция до того момента, который сейчас Путин установил. Дело в том, что федеративный договор был денонсирован в 1999 году. В 1992 его подписали. Через 7 лет Россия сама, в лице его президента и государственных институтов власти, они денонсировали этот договор. Даже с Татарстаном один раз подписали и в последующем уже и с Татарстаном расторгли. И теперь уже вот эти субъекты Российской Федерации, так называемые национальные республики, да, они не имеют права на свой язык, на свой алфавит. Они не имеют права на свободное исповедание своей религии, не имеют права избирать своего руководителя. То есть они лишены всех просто универсальных прав, которые имеет любой цивилизованный человек или нация. Россия сама, вписав в Конституции право народов на самоопределение, заманив эти республики в свой состав, сказав, что в любое время, расторгнув федеративный договор, они смогут определиться и построить свое будущее и нести ответственность. Но, тем не менее, они сейчас их лишили просто элементарных прав. Естественно, это когда-нибудь ситуацию взорвет. И вот тогда получится, когда СССР распадался, да, когда распал СССР, Анатолий, русским было куда вернуться, которых начали выдавливать, там, ущемлять права, или просто люди решили переехать в свою историческую родину. Они переехали в Российскую Федерацию. Вот теперь вы мне скажите, когда развалится Российская Федерация и все эти республики разойдутся по своим территориям, областям и краям, куда
должны будут вернуться русские, или где у них та территория и земля, которая принадлежит исконно им, и они будут. Или они снова будут воевать и завоевывать близлежащие территории, и будет продолжаться это вот Я сценарий. думаю, Вот это почему я считаю, специально что для войны русские должны сделано. иметь свою государственность, обозначенную в границах и признанную международными и признанные международным сообществом как субъект международный. Когда вы упомянули развал Советского Союза, я радовался, и окружающие меня люди радовались. Они считали, что больше русские не будут кормить, тогда называлось, окраины. Мы сейчас длительное время кормим другие республики. Не только эти республики. Недавно было озвучено, что мы передали на международную популяризацию Путина более 600 миллиардов долларов. Это огромные суммы, можно вообще всей стране жить. Значит, за его популярность столько заплатил не только русские, а все народы России. Но у нас есть республики, которые датируются. Вот я считаю, нам нужно, я так считаю, переучреждать страну. И, на мой взгляд, нужно использовать американский опыт. Сейчас в Америке 50 штатов хотят вроде 51 делать. Когда-то штатов было меньше. И, например, был период, когда было 18 штатов, а другие земли назывались территорией развития. Почему? Я считаю, они правильно делали и считаю, нужно у нас. У нас есть республики, которые, извините, себя не обеспечивают, не могут содержать. Я, как русский националист, считаю правильным и нужным им помочь. Но нужно создать план такой, с достижимыми целями, чтобы они вышли и могли сами себя обеспечивать. Почему я говорю об этом? Вот если народ какой-то не может обеспечить сам себя, сам о себе, извините, так скажу мягче, позаботиться, разве он может позаботиться о других народах? Я считаю, наверняка не может. И я думаю, если какой-то народ в рамках Российской Федерации, если захочет жить, либо как-то по-другому будет называть, если он сам себя еще не обеспечивает, он имеет право в соответствии с международными договорами полностью на культурную автономию, на свое законодательство внутри своей территории, на свои особенности, которые они захотят, но его голос этого народа и представителей этого народа в рамках всего государства должен учитываться, но не быть решающим. А когда они станут сами себя обеспечивать, лет через 5, что да, люди уже устойчиво обеспечивают себя, дать им полное право, что они уже и законодательную инициативу могут иметь, и голосовать, полностью выражать волю в рамках всего государства. Я думаю, так нужно поступать не только с национальными республиками. Есть области, где проживают русские. Я считаю, точно так же нужно поступать и с этими субъектами федерации. Если субъект федерации не может себя прокормить, независимо от того, русские там проживают или другие, значит, ребята, развивайтесь. Когда вы разовьете, что сами себя обеспечиваете, то есть вы ответственные люди, тогда мы вам позволим брать ответственность не только за себя, но и за других. А пока что нет. Я вижу здесь и развитие в рамках этого субъекта, и слияние с другими субъектами, какую-то кооперацию временную или постоянную. То есть в рамках международного права можно увеличивать субъекты, уменьшать субъекты. Что вы думаете на эту тему? Я абсолютно с вами согласен. Я думаю, что вы, как националист, должны работать с русскими шовинистами, чтобы они осознали пагубность их идеологии и их имперской политики, которая не может обеспечить ни их нормальной жизнью, ни те народы, которые они порабощают нормальной жизнью. Это называется самим не жить и другим не давать жить. А национализм это вполне нормальный, абсолютно национализм и патриотизм это абсолютные синонимы, мне кажется, потому что хорошие националисты, они в первую очередь патриоты и заботятся о своей национальности и о субъектности. Вот для того, чтобы вот говорить или сделать так, как вы говорите, нужно сначала иметь вот эту саму федерацию, да? Сегодня Российская Федерация это не там нет федерализма. Это на самом деле написано форма Российская Федерация, а содержание это чисто унитарное государство.
А если, когда унитарное государство, вы не можете уже требовать от этих краев, областей и регионов, вы дотационные или недотационные, потому что вы их лишили всех прав. Для того, чтобы решать хоть какие-то вопросы, Александр, нужно, Анатолий, в первую очередь нужно иметь эту субъектность как государство, нужно вернуться к федерализму, и в последующем уже вы можете ставить такие условия этим субъектам. Но сегодня вы не можете этого делать, потому что вы, как государство, образующая нация и народ, вы их лишили всех возможностей. И если вы не хотите, чтобы они еще какую-то дотацию получали или же финансируют, ну тогда от них откажитесь. И они, я уверен, что они сами определятся в своем будущем, с кем они хотят быть и как они хотят устроить свою жизнь. Вот что они и сделали в 1992 году. Однако ваша власть, власть России, которую вы избираете, я не говорю конкретно вы, да, лично, но которая избирает в большинстве своем, как в большинстве своем национал-шовинисты, путинский электорат это кто? Это кремнашевцы, да? Да, русский Вот народ они очень его избирают. шовинистический народ, я с вами Естественно, и согласен. они же, когда, и очень странно слышать, когда они же выходят, да, после Кремнаша, они выходят и говорят, хватит кормить Кавказ. Ну тогда отпустите этот Кавказ, и чтобы вы его не кормили. Я честно говорю, я говорил, хватит кормить Кавказ, но я никогда не выступал за Крым. Дорогие друзья, мы сейчас в прямом эфире, и есть телефон прямого эфира. У вас уникальная возможность задать вопрос Ахмету Закаеву. У меня к вам два страшных вопроса. Была война, даже две войны, в результате которой было убито сотни тысяч чеченцев, и в основном, я так понимаю, были убиты чеченцы, которые хотели независимости. Какие у вас прогнозы? Вот я думаю, в Российской Федерации, я давно говорю, уже больше 10 лет, что Путин ведет к крови. Уже больше 5 лет я говорю, что он ведет к большой крови. Я уверен, что будет гражданская война. Это моя внутренняя уверенность. А теперь ближе к Чечне. Сотни тысяч чеченцев убиты. И в основном погибли те, которые хотели независимость. Как вы думаете, в какой парадигме будет жить Чечня после Путина? Пожалуйста, повтори В вопрос. какой парадигме будет жить, какой путь для себя выберет чеченский народ после того, как с него спадет. Вот мы обязательно, я стремлюсь прийти к власти. Если мы придем к власти, мы обязательно дадим чеченскому народу право на самоопределение. Как вы считаете, какой путь он для себя выберет и хватит ли у него сил пройти по этому пути? Потому что там есть, я считаю, большой злодей Кадыров и его вот поддержанный из Кремля клика. Анатолий, после падения путинского режима, после преобразования в России, самой в России, или падения путинского режима, безусловно, формат власти Чечне изменится без вмешательства извне. Мы это уже проходили. Кадырову после Путина, ну, ему останутся считанные дни, или он должен будет сбежать, или его просто растерзают, как этого, как Муаммара Каддафи. Его ожидает вот эта судьба. Или бегство в роли Януковича, или же судьба Каддафи. Другого варианта у него нет. Конечно, мы в любом случае со своей стороны будем добиваться того, чтобы он предстал перед судом. Обязательно. И не только он один. И самое главное, для того, чтобы вы чувствовали, Россия и русские могли себя чувствовать нормально, они должны добиваться того, чтобы были проведены расследования по этим преступлениям, совершенным на территории Чечни. Вот просто аналогия Югославия, да, сербы после того, как они пришли к власти, они сами передали Милошевича в Гаагский международный трибунал. И они не считали это за позором, да? Потому что позор, когда совершается массовое убийство, и если народ прикрывает этих убийц, вот это позор. У этого народа нет будущего.
Но если этот народ хочет очиститься и очистить себя и свою историю, и раскаяться в содеянном не ими, а кем-то от их имени, да, кем-то от их имени, я уверен, что русские тут не желали того, чтобы были убиты более 300 тысяч чеченцев. Это гражданское население в основном. Мы считаем только гражданское население. Мы не говорим даже речь о тех бойцах сопротивления, которые погибли с оружием в руках. Это другая категория. 300 тысяч – это гражданское население. 45 тысяч из них – это дети от 3 до 13 лет. Мы говорим за эту категорию. Конечно, русские в первую очередь сами должны осудить вот это. И в дальнейшем у нас есть уникальный шанс, Александр, Анатолий, у нас есть уникальный шанс выстроить нормальные отношения. Это договор о мире, подписанный Масхадовым и Ельциным. И в этом договоре все эти моменты обозначены. Какие взаимоотношения и что, как мы можем сосуществовать, как соседние государства, как союзники. Но для того, чтобы мы пришли к этому, с вашей стороны, со стороны русских, должен быть шаг. Это элементарно. Это осуждение этих преступлений и раскаяние за совершенное зло от вашего имени. Что просто дистанцироваться, для того, чтобы от этого дистанцироваться, нужно просто сказать, осудить это. Этого даже достаточно. Почему сегодня продолжается вся эта вакханалия? Я скажу элементарно, это для вас и для тех, кто придут после Путина к власти, я думаю, это очень важный момент. Почему отношение к России восточных европейских стран очень негативное? Потому что Россия, назначив сам себя правопреемником СССР, не хочет осудить те преступления, которые были совершены в период Советского Союза. Тех же поляков, да, те же ГУЛАГи, те же вот эти самые бесчинства, политические убийства, организации террористических актов на территории сопредельных государств. Да, вы же, как Россия, как субъект, как преемник СССР, получил не только долги, которые были за СССР, да, но они получили вот этот негативный, весь этот шлейф, который тянется за СССР. А это чисто военные преступления. И чтобы Россия не совершила вот этой ошибки, нужно сказать сразу, признать, что новая Россия – это не правопреемник путинской России. Новая Россия – это новая Россия. Это Россия, которая осуждает все преступления, которые совершены от имени русских. Назначив этих русских государствообразующим народом, они ведут войны по всему миру. И ответственность, ведет эту войну просто группировка, которая оккупировала страну. Она грабит этих людей, эту страну, разграбила, вывезли миллиарды, триллионы долларов, да, за границу. Выстроены какие-то невероятно дорогие какие-то виллы и недвижимость закуплена для внуков, для правнуков и до 7-го колена. Конечно, они пишут законы не только для себя, но даже для своих внуков и правнуков, которые незаконно должны будут проживать на незаконно нажитых их предками каких-то виллах и в каких-то дворцах, которые построили в Геленджике или где-то еще. Поэтому Россия должна признать в первую очередь вот эти преступления совершенные, осудить их и дальше уже выстраивать нормальные отношения и с или с другими народами, и с Грузией, и с Украиной, и с Азербайджаном, и с Арменией. Путин-то умудрился рассорить русских со всеми окружающими соседями. Со всеми. Это же просто... Я не знаю, у меня просто нет слов, как можно было сделать украинцев кровными врагами для русских. Вот русских и украинцев рассорить настолько, что они в ближайшие 100 лет, я думаю, будут очень долго и очень болезненно друг для друга преодолевать вот эту пропасть отчуждения, которую заложил его команда. Мне кажется, вот от этих вещей вам надо будет в первую очередь
оттолкнуться и Украинский ангел пишет, Чечня может всегда рассчитывать на Украину. Олежек Батраков вот написал наш зритель, что у Рамзана Кадырова, он пишет, большая банда. Я понял. Относительно того, что это что будет какое-то серьезное столкновение с кадыровцами. Я вас уверяю, не будет. Мы это уже проходили. Мы имеем опыт еще после развала СССР. Это в тот период, когда такой оттепель. Вы знаете, у коммунистов тот период в Чечне было столько воинских частей и столько было ресурса и сил для того, чтобы подавлять чеченское стремление чеченцев к независимости или к свободе, да? Но однако, как только произошли вот эти чисто политические изменения в самой Москве, оно все напрямую отразилось и на ситуацию в Чечне. Если тогда чеченцы были движимы, мотивация была это депортация чеченцев, да? Это прошло столько времени после этого, а сейчас мотивация. Насколько чеченцы мотивированы, чтобы наказать и изменить существующее положение, вы просто сами подумайте. Вот эти так называемые даже силовики, которые сегодня служат под российскими флагами, это дети, которые выросли под российскими бомбами. Никто ничего не забыл. Все помнят. И я вас уверяю, эти люди находятся на службе под российскими флагами не для того, чтобы погибать за Кадырова или за Путина. Они находятся там для того, чтобы не убивали их близких и их семьи, чтобы в первую очередь защитить их самих. И да, сегодня, так как территория оккупирована, и мы, в принципе, не можем ничего с этим сделать силовыми методами, мы решили делать это все политическими методами. А это, в первую очередь, сейчас нужно выжидать, пока произойдут изменения в самой России. Но как только произойдут изменения в Москве и в России, я вас уверяю, ситуация в Чечне изменится абсолютно кардинально, иншаллах. У нас это уже опыт есть, так что пусть наши украинские друзья не переживают по этому поводу. У меня больше нет к вам вопросов. Большое спасибо, что вы были сегодня гостем моего канала. Всего доброго, Анатолий. В вашем лице я хочу передать привет и пожелания всего хорошего всем людям доброй воли и всем людям, которые стоят за свободу и за осуществление прав человека и гражданина. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Анатолий. Всего доброго. До свидания.